Здравствуйте. Ну что, 2 часа, можно, в принципе, уже начинать. Молимся, можно сидя, просто помолимся, произнесем молитву. Царю Небесный, теши души истины, и же везде несы, и все исполнения сокровища благих, и жизни подателя, приди вселися в них, и очисти нас всякие сокровища, и спаси блажи души наши. Господи, благослови дело нами начинаемое. Приветствую вас, друзья, в сегодняшней нашей аудитории. У нас, как обычно, раз в месяц проводятся встречи, и мы поднимаем ту или иную проблематику. Часто вы слышите о том, что нужно говорить о духовности, но иногда мы отступаем от заданного курса и все-таки говорим о вроде бы второстепенных вещах. Но на самом деле сегодня эти вещи они становятся уже на первом плане. Сегодня мы будем говорить о цифровой зависимости, об гаджетах, о том, насколько они входят в нашу жизнь и на самом деле что с этим совсем делать. Всем, наверное, понятно, ясно, что это ненормально, когда полностью занимает наше пространство гаджеты, телевизоры, все, что мы называем электроникой. Оно входит, вторгается в наше пространство и вытесняет нашу, может быть так, здоровую жизнь. Мы обременены сегодня засилием смартфонов. Наверное, эта тема будет также актуальна для молодежи. Сегодня у нас в аудитории зрелый возраст, да, сидит большое количество уже зрелых людей, но молодежи, наверное, это было бы более актуально, потому что они как бы вынуждены сегодня жить в этом мире. Мы, старшее поколение, можем целенаправленно как бы отодвигать от себя это все медийность, да, а молодежь уже как-то она влипла в эту историю сильнее. И сегодняшний ритм жизни, он уже диктует, что ты без смартфона уже не можешь интегрироваться полноценно в это общество. Наверное, здесь можно сказать, что да, это какой-то вред, есть существенный вред. В то же время есть большая польза, колоссальная польза. Потому что с помощью телефонов мы можем общаться, с помощью телефона мы можем, я вот на самом деле для себя очень много черпаю. Я учусь, постоянно учусь через телефон. Это средство достижения какой-то цели, обучения, например, да, в нашем случае, в моем случае. Действительно, я тоже очень зависим от гаджета. И это моя честная правда. И как вообще можно определить, насколько я зависим, заражен этим, либо все-таки такого нет в моей жизни? Достаточно просто убрать телефон из своей жизни на один день, положить его в сейф. Положите телефон в сейф. Ну как он? Нормально? Кому-то выгодно? Ага, отлично. Вот, об этом мы сегодня будем говорить. О посте, информационном посте. Но кто чувствует, что я не могу без телефона, у меня там своя жизнь, это говорит о том, что есть какая-то степень такой зависимости, уже пленения данным информационным полем. Да, это упрощает, очень сильно упрощает жизнь нашу, но в то же время он и захватывает нас, и делает нас рабами. Мы сами невольно становимся рабами данной стихии.
уже не можем ничего противопоставить. Но на самом деле это должно быть в нашей жизни, мы с этим должны были столкнуться, как и, например, когда-то мы столкнулись с тем ожирением, которое происходило, потому что люди стали ездить на транспорте. Ну, мы понимаем, что время проходит, и мы выходим уже из такой неподвижной ситуации, когда прибавляем в весе. Мы уже выходим на другой уровень, понимая, что мы ответственны за то, что мы вокруг себя делаем. Любое ноу-хау, оно несет в себе и противоположную сторону. И здесь нам необходимо научиться как-то дозированно выбирать, дозированно пользоваться теми благами, которые нам дает наше человечество. Все-таки это не вред и не польза, это просто средство, которое мы можем себе же навредить, либо себе же принести в пользу. Но это зависит от нас, от нашего использования. Мы сами можем моделировать данное пространство и делать для себя же лучше. Но как это сделать, это будет уже в нашем конечном итоге, да, мы об этом будем говорить в конце уже. Но хотелось бы продолжить эту тему с рассмотрения, почему же возникает у нас зависимость, из-за чего, химия, какая природа данной зависимости. Не представился, я священник, православный священник, служу в Лучине, меня зовут священник Иоанн, я практикующий психолог и как раз занимаюсь подростками, которые зависимы от гаджетов или же от каких-то, например, от лудомании, игромании. Это тоже своего рода дофаминовая зависимость. Это не алкогольная, не химическая зависимость, но природа данной зависимости все равно она лежит в области химии, биохимии своего организма. То есть мы не просто так подсаживаемся на данную зависимость. Что-то в нас происходит такое, что вызывает вот эту вот увлеченность данной темой, увлеченность. И мы не хотим уходить от этого, потому что нам что-то это компенсирует, очень сильно компенсирует. Может быть, я хотел бы вас сейчас даже спросить, а что бы вы хотели, как бы вы хотели дальше продолжить нашу беседу? Может быть, у кого-то запрос есть, а что делать с моим подростком? Можно прям задавать вопросы, что мне делать со своим ребенком, который вот прям зависим от интернета, телефона, игры, никак не может выйти из этого. Я сколько раз ему говорила, а он все никак. Это вот частая история, с которой ко мне обращаются. Очень частая история. Да. Только у меня, конечно, не ребенок, а уже внук. Внук. Он сидит постоянно в играх. Вот он, и его друзья, по идее, такие же сейчас. Они не гуляют, они постоянно там играют. Учеба у него на втором месте, то есть он приходит, ему нужно поиграть, а потом уже надо что-то сделать с учебой, там что-то получим. Вот так. Да. Все наши какие-то объяснения, беседы с ним очень хорошо. Не приходят к нужному. Да. И знаете, не придут. Не придут. Мы сейчас постараемся понять, а почему? Почему именно так? Почему именно такой выход находит ребенок? Еще есть какие-то запросы. Как раз таки вот здесь вот на этом примере будет наиболее понятно, что с нами происходит. Всех таких проблем. Ага, хорошо. Да. У меня есть вопросы не на эту тему, а другие вопросы. Но мы сегодня говорим про смартфоны. Только и все, да? Да. Если же будет у нас время, останется время немножко, на что я... Пару вопросов. Мы же все это знаем, это взрослые, это не знают, молодые. Нет, нам нужно... Вы не совсем правы. Я мы это знаем. Если у нас останется краешек времени, мы обязательно ответим на ваши два вопроса. Обязательно. Ход истории, ход цивилизации. Хорошо. Если я буду компетентен, я обязательно отвечу на вопрос. Нет, мы сегодня говорим про смартфоны. По вашей теме. Хорошо, отлично. Итак, переходим к детям. У нас существует, вообще не то, что детям, а вообще к человеку, как таковому. Человеку у нас существуют гормоны радости, дофамин, серотонин,
эндорфин и окситоцин, которые вырабатываются для того, чтобы у нас была коммуникация. И эта форма, точнее, эти гормоны позволяют нам развиваться. А есть еще такой гормон, так называемый кортизол. Он вырабатывается надпочечниками. Он нам говорит, что мне это неприятно, то есть выработка этого гормона говорит, что мне это неприятно. Неинтересно, да? Это, Неприятно. смотрите, у нас биологически заложено то, что мы постоянно стараемся выжить. И когда мы сталкиваемся с фрустрацией, вырабатывается тот самый кортизол. Он нам говорит, что эта зона некомфортная мне, я хочу выйти из нее. Но в то же время это зона роста нашего. И если же мы ее выдерживаем, например, мы делаем домашнюю работу, то мы приобретаем. Если мы ее не выдерживаем, перелистываем и идем, например, играть в игры, то мы получаем тот самый гормон радости. Вот все, что было 4 там гормона, да, я назвал, это гормон радости. В одном совместим, чтобы не захламлять нашу речь. Вот гормон радости и гормон стресса. Кортизол – гормон стресса. И когда мы преодолеваем какую-то домашнюю работу, делая, либо нам нужно сделать какое-то количество раз повторов отжиманий, и мы выдерживаем, то у нас вырабатывается гормон радости. Тем самым как бы закрепляется эта модель поведения. Но наш мозг очень ленив. Очень ленив. Ему нужно постоянно сохранять энергию. Он не будет как бы целенаправленно говорить: так, давай посложнее задачу. Или давай что-нибудь такое сделаем, что... Нет, он скажет так: завтра неизвестно что. Завтра вообще ничего не понятно. Там туманность какая-то. Сегодня нужно сохранить энергию. Максимально. Так, для того, чтобы получить эндорфин, нужно тебе там сделать какое-то количество повторов физических нагрузок. Но это же трата энергии. Давай проще сделаем. Пойдем поиграем в игры. И мозг с тобой говорит: да, это мой выход. Когда мы уходим в такой интернет-зависимость, не зависимость, а просто даже интернет, в игры, вот там мы получаем эти эндорфинчики, получаем дофамин, который как бы нужен для мозга. Он необходим, то есть он необходим для нашей жизнедеятельности. Без него невозможно. Но в то же время мозг наш старается минимизировать усилия, чтобы сохранить эту энергию, чтобы максимально мы смогли дальше употребить свои силы. А дальше мы не знаем, что будет. Поэтому сегодня я получаю гормоны легким способом. А легкий способ – это алкоголь, табакокурение, какие-то сериалы. Это все, что мы говорим касаемо плохих дел, поступков, да, которые нам дают какую-то радость, но не совсем красивую, хорошую. Кстати говоря, по поводу интернет-зависимости и игровой зависимости, они уже внесены в МКБ-10 как не химические адреналиновые зависимости. То есть это то, что реально является зависимостью. И формирование, я думаю, что вам более-менее стало понятно. То есть мы не выдерживаем фрустрацию, мы уходим в зависимость, наш мозг закрепляет эту дугу, новую нейронную дугу, она становится уже основной, и человек таким образом уже не хочет уходить из сложившейся привычки. Так формируется, говорим церковные люди, греховная привычка, греховный навык. Светские люди говорят, это привычка. Но важно, с этим мы рождаемся, либо мы становимся. Это воспитывается или с этим рождается? Конечно, становится. Становится. Значит, это изменяемая среда. Это привычка, она изменяема. С этим человек не рождается. Поэтому ее можно изменить? Да, ее можно изменить. Но потребуется большое, колоссальное время, усилия для того, чтобы изменить.
И всякий раз, когда человек будет пытаться выйти из этого меда, как муха, пытающаяся выйти из варенья, да, мы наблюдаем, как вроде бы столько сил, жужжаний там, а выхлоп ноль. И если же не будут предприняты конкретные действия по вызыванию из этой истории, то мало кто может нам помочь. Если сам человек не хочет избавиться от алкогольной зависимости, ему невозможно помочь. Спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Другого закона не существует. И как бы мы не старались спасать другого человека, это будет слиянием, это будет созависимостью. Кому плохо от того, что ребенок играет в игры? Ребенок вообще кайфует. Ему все нормально. Кому плохо? Родителям. Почему родителям Ну, это плохо? похоже. Потому что Ему мы же плохо, в первую переживаем очередь. за- А родители-то в это Родители- время сами сидят в компьютерах. Ребенок занят. Он не ходит, не шляется по улице. Он не подвержен криминальному какому-то влиянию. Нет, Он а вот тут рядом сидит со Тут мной. ситуация, когда родители заинтересованы Отлично, оторвать отлично. У нас такая ребенка. дискуссия такая, хорошая дискуссия намечается. Да, на самом деле я с вами соглашусь, что всем удобно. И сами родители, сами потворствуют тому, чтобы ребенок самостоятельно находился в этом поле, потому что не надо ничего переживать. Он дома сидит, не на улице, а на улицу вышел, уже появляется тревога. И интересно, что кортизол вырабатывается, как только появляется фрустрация. Ребенок вышел из дома, у меня кортизол поднялся. Каким образом я убираю этот кортизол? Иду в телефон, иду в какую-то свою историю для того, чтобы снять это напряжение. Дети учатся не на словах, дети учатся на поступках. Мы всегда зеркалим поведение наших взрослых. Так было всегда и будет. Поэтому здесь, говоря о детях, да, о внуках, сыновьях, дочерях, нужно обратить на себя внимание, насколько я сам, находясь вместе с ними, использую те самые гаджеты. Если же ребенок мне говорит, а в это время я что-то читаю, и его но в то же время я не понимаю, что он мне говорит, то, скорее всего, это уже повлияет на моего ребенка. Это уже выработает какую-то модель поведения. Ребенок будет учиться этой модели, которая будет перетекать. Так поступают взрослые. А дети всегда хотят стать как взрослые. Поэтому они тянут себе в рот всякие непотребства, сигареты, бутылку и так далее. Потому что это все видят. Дети учатся тому, что видят у себя в дому. Другого не дано. Насколько бы, может быть, не были бы идеальные родители, да, если же они это видят, а дети видят у себя дома, то это будет повторение. Может быть, не у себя дома, может быть, у другого, у кого-то дома, но это будет повторение. Мы учимся, повторяя, моделируя уже на своей жизни. Тогда и вопрос, а может быть, стоит уйти от детей? То есть мы как бы фокусируемся на детях. Может быть, стоит на нас обратить внимание, на нас, взрослых. Может быть, нам стоит выработать эти привычки, чтобы мы смогли дать полезное своим детям. Ведь здоровый образ жизни, он прививается. Да, мы сначала поначалу таскаем детей, а потом уже они как-то втягиваются в тот или иной спорт. Также и дети, которые ходят в храм. Да, есть и дети, которые ходят из-под палки. Это страшно. Так не должно быть. Но в то же время мы можем привить очень мягко посвящение богослужения. Очень мягко, давая им свободу. Но мы же боимся дать эту свободу. Если мы даем эту свободу, у нас появляется тот самый кортизол, беспокойство. Мы уже не можем справиться с этим состоянием. И нам нужно сделать все безопасным. Все нужно сделать как бы в своих руках. Я держу историю, всю свою жизнь и жизнь своих детей в своих руках, чтобы не переживать, чтобы перестать. Почему это происходит? Потому что я нахожусь в созависимости, я не доверяю. Хорошо. На это повлияли, конечно же, и
как было сказано, истории прежние, когда было 90-е годы, до этого времени это влияет на нас и информационное поле новостное, где детей крадут, там что-то с ними делают непотребственно и так далее. Это тоже влияет на нас, на наши страхи, на наши внутренние переживания. Поэтому, да, это работа с нашим мозгом, по сути. Нам нужно работать со своей головой, чтобы переставать тревожиться. А так как мы тревожимся, вот уровень тревоги поднимается, куда мы, мозг говорит, я не хочу испытывать эту тревогу, я не хочу выдерживать. Но зачем? Ведь можно же все легко сделать, уйти от этого, посмотри фильм, отвлекись, посмотри сериал. И как будто бы вот эти переживания в сериале намного интереснее, чем моя жизнь. Разве не так? Когда мы переживаем за Ромео и Джульетту, такая у них там любовь, там Санта-Барбара, или знаешь, что-то еще. Там настолько интересно, чем моя жизнь. Моя жизнь, да ладно, подождет. Там так интересно. Почему? Потому что у меня вот уже сформировалась эта дуга. Когда я ухожу от невыдерживания фрустрации, когда у меня тревога, я ухожу в легкий дофамин. Дофаминовая зависимость. Вы делаете это осознанно. Что? Вы делаете это осознанно. Это То происходит... есть для вас пришло осознание того, чтобы получать удовольствие, что доза удовольствий, которую вы получаете через гаджеты и прочие средства информации, или мир, информационный мир, он отвлекает или заполняет вас целиком. И вы пришли к этому осознанно. И вы начинаете осознанно включать телевизор на сериалах, отвлекаетесь на книги, просто почитать книгу, или просто пойти погулять с друзьями, пообщаться, или в церковь пойти, да, там пообщаться с коллегами и так далее. У ребенка этого осознания нет. Он стремится к удовольствию на уровне физиологии, потому что человек рожден ведь не для страданий, а для фактически получения удовольствия. Через страдания он получает опыт. Он развивается, он двигается, да? Он осознает. А в детском возрасте 5-7 лет удовольствие. Спасибо за ваш комментарий. Я с вами соглашусь. И есть у меня небольшое возражение. Потому что наша жизнь, она не определяется только лишь удовольствиями. Преодолевая трудности, мы получаем удовольствие. Мы как бы вышли из поколения, где воспитание строилось на насилии, где мы били детей ремнем, называя это, надо выбить из него всякую дурь. И в то же время мы сегодня переходим в другую эпоху, где мы переходим в совершенно другую крайность, где мы даем только детям сладкое, где они уже не испытывают фрустрацию, трудности. Мы за них много чего делаем. И это другая крайность. Был опыт в 80-х, 90-х годах за океаном. Психологи проводили над своими детьми опыт, когда они убирали любую фрустрацию в их жизни, любую. Это привело к тому, что дети не могли адаптироваться, интегрироваться в эту жизнь, в взрослую жизнь. Они не были способны преодолевать трудности, потому что не были научены. В то же время мы, зная это, имея этот опыт, мы можем их сталкивать с фрустрацией, сталкивать и помогать преодолевать эту фрустрацию. Сталкиваясь с тем, что я сегодня у тебя забираю телефон, но я у себя тоже сегодня убираю телефон. И я сегодня буду с тобой тоже испытывать это неприятное чувство. Тем самым говоря, что все безопасно, я с тобой сейчас, ты можешь мне доверять. Я тоже так же с тобой сегодня буду преодолевать, претерпевать ту зависимость или что-то там еще неприятное, что-то в твоем поле. Детей нельзя оставлять один на один с трудностями. Мы, взрослые, тоже вместе с ними преодолеваем, учим их преодолевать. Они учатся от нас, они моделируют, они подражают тому, что мы сами делаем. Поэтому я за то, чтобы мы более рассудительно к этому подходили, что нам фрустрация нужна. И в то же время стиль воспитания на фрустрации, он приводит к травме ребенка.
Воспитание, построенное чисто на сладком, приводит тоже к травме. Но в то же время необходимо нам дозированно все давать. И фрустрацию, я без наказаний стараюсь, вообще даже в своем воспитании, у меня 3 детей, я не прибегаю к насилию. У меня нет дома ремня, слова ремень. Мы не произносим это. Нам это не нужно. Дети все делают так, как это не... Ну да, они пофырчат, повыделываются, но в то же время они сделают то, что мы их просим. Без давления, без насилия. Это своего рода такая очень тонкая грань. И она зависит от внутреннего своего состояния взрослого. Есть ли возражения по этой теме? Нет, наверное. Хорошо, хорошо. Нельзя сделать человека счастливым, если не счастлив сам. Да. Нельзя воспитать ребенка, если себя не понял и не познал. Поэтому это закон жизни. Отсюда и вытекает новая тема, которая не вписывается, может быть, в нашу сегодняшнюю тему, а как познать себя. Мы себя не знаем. Я более чем убежден, вы себя не знаете. Вы скрываете, у вас много теней. И эти тени так камуфлируются и маскируются под какие-то даже благочестивые штучки, православные штучки. А ваши страхи, религиозные неврозы, они маскируются под благочестие. Но чем оно не является точно благочестием? Мы не знаем себя. Здесь вот я ставлю троеточие, потому что это отдельная тема. Я так вот утюгом прошу сейчас. Да, это очень неприятно, это больно, но это необходимо узнать, услышать. Так оно и есть. Это свидетельствует то, что мы несем те же самые исповеди через каждую воскресенье, субботу, когда идем на причастие. Мы приносим те же самые списки. Что-то в нас не познано, что-то мы не видим, тщательно скрывая. И это нормально для человека, это нормально. Поэтому-то и нужно идти к своим страхам. Вот пойдемте, давайте. Сейчас, одну минуточку. Да. Когда вы ответили на вопрос соседки, вы сказали, что Еще не нельзя... ответил. Нет, когда вы отвечаю. сказали, вы же сказали, что нельзя отучить ребенка от пользования гаджетом, отвлечь ребенка, да, как-то так очень категорично сказали, да? То я как бы категорично не согласна с этим. Конечно, можно. Подождите, я ничего не сказал про детей, я говорю про взрослых, что нужно начинать с нас. С этим согласен? Ну, конечно, со взрослых. Все, давайте пойдем. Я еще не отвечу, я еще отвечаю. Вся моя беседа сегодняшняя, нам будет ответ на этот вопрос. И не только родители. И не только родители, детей Да. не нужно будет отучать. Но начинать Нет, нужно... я имею в виду не только родители, как взрослые, да, вы рассматриваете, но и те взрослые, с которыми он общается в школе, Да, как конечно. педагоги, Да, в конечно. медучреждении, Конечно. если он тем более, скажем, особенный ребенок, да, или он приходит в какое-то средство место культуры, где он общается с культурной всё же- средой. И все же самое большее влияние имеют взрослые родители, семья его личная, окружение, более тесное окружение. Можно Да. сказать, а? Вот есть хороший Наверное. опыт, китайский опыт хороший есть. Что-то китайский? Китайский опыт обучения детей от таких вредных привычек. Хорошо. Успешный опыт. Хорошо. Знаете его? Нет, не знаю. Собирают детей в колхоз, на поля, к животным, убирают все, приходят нормально. Все, другого пути нет. Но я не соглашусь с этим, Ну, если- потому А что где другой есть опыт у кого? в моем детстве было такое, вот как вы сейчас говорите, мы собирали топинамбуры, репы и прочие вещи. Да, это было классно, это было здорово. В то же время пользы, мы же приходим на круги своей основы. Оно не отучает в корне, не изменяет человека. Ну, там собирают наиболее привязанных, больных, которые уже сидят уже вот, как у нас бывает, берут топор, когда запрещают, и бьют по голове родителей. Вот такие собирают там. Ну, это, наверное, я сейчас не готов комментировать данную тему, потому что
Может быть, это будет голословно сейчас. Но вот конкретно вот давайте разберем какой-то случай. Это будет действительно полезно. Потому что может быть человек психотик, ребенок психотик, психотического уровня развития личности, ему никак не поможет трудотерапия, как это было в свое время там, до советскую эпоху. Она не поможет. Здесь помогут терапия, пропить курс таблеток. Для того, чтобы нормализовать химию внутри человека. А она, скорее всего, была сбита воспитанием, насилием. И человеку пришлось из реактивной депрессии перейти в эндогенную депрессию, когда биохимия тела уже нарушена. И тогда уже никакая терапия физическая не поможет. Это совершенно другая область. Может быть, можно исправить тех распоясавшихся невротиков, но психотиков уже мы не сможем таким образом как-то перевести в чувство. Угу. Пойдем дальше. Какие, может быть, методики мы можем... Что? Не дальше, вокруг. По кругу? По кругу идет. Хорошо. Ну, пойдемте дальше. Бытие определяет сознание. Есть формулировка. Давайте продолжим. Измените бытие и тогда... Да, давайте послушаем. определяет сознание. И вот давайте мы попробуем изменить свое бытие для того, чтобы наше сознание изменилось. Какие принципы мы можем сделать, какие ряд действий для того, чтобы появилось наше изменение. Ведь на самом деле мы очень сильно зависимы от телефона, от гаджетов. И от телевизора то же самое мы можем быть зависимы. Может быть, старшее поколение не настолько в смартфонах, как говорит молодежь, шарит, но все-таки мы умеем включать телевизор и тоже стараемся что-нибудь поинтереснее посмотреть, взамен нашим книжечкам. В свое время книги были тоже зависимостью, и тоже человек получал оттуда дофамин. То есть нормально получить дофамин через труд. Но когда человек получает дофамин из романа какого-нибудь или же просмотра какого-нибудь сериала, который не принесет пользы, реальной, объективной пользы для человека, то, соответственно, он черпает свои силы не оттуда. Это захламляет, очень сильно захламляет человека. Наверное, первое, давайте вот так спрошу, с чего начинается ваш день? С чего начинается ваш день? Первое действие, вот вы открыли свои прекрасные глазки. Следующее действие какое? Потянуться. Куда? Потянуться. Так. У кого еще какие есть? Первое действие. Я выключаю будильник. Где он? В телефоне. В телефоне. Ага. Можете поднять ручки ваши прекрасные, кто вот тянется в первую очередь за телефоном? Выключить будильник. Вот я тоже тянусь, потому что он находится у меня здесь, в смартфоне. Первое, самое главное, это поменять свое утро. Поменять на то, чтобы будильник оказался не в телефоне, а на каком-то другом носителе. Вообще телефон хорошо бы на ночь выключить, либо перевести в беззвучный режим куда-нибудь в другое место, в другую комнату вообще. Может поставить на зарядку, да, но он должен находиться в другом месте. Будильник выключаем. Дальше потянулись, сделали гимнастику, встали, помолились, перекрестились, пошли, позавтракали, там туалет, да, позавтракали и так далее. Вот после этого уже можно включить свой смартфон, телефон, можно включить телевизор, и нормальное время препровождения перед экраном телевизора это максимум 40 минут. Максимум 40 минут. Максимум перед экраном телефона 40 минут. Это максимум. 20 минут. Это средний диапазон. Этого хватает, чтобы что-то узнать температуру, там, внешние окружающие среды, какие-то новости. Нужно не идти детям в школу, не нужно садик вести, нужно, не нужно. 20 минут. Этого достаточно. По сути, это средство, которое интегрируется в нашу жизнь, мы сами должны им управлять. То есть я им использую и его использую только по назначению. Стоит посмотреть, какими соцсетями мы не пользуемся или пользуемся в меньшей степени. Может быть, стоит эту соцсеть удалить
Например, у меня только одна соцсеть. Я только одной соцсетью пользуюсь постоянно, это ВКонтакте. Телеграм редко, реже. И я вот подумываю, а не стоит ли мне оттуда выйти, потому что я, по сути, обременен очень сильно. То есть и там, и здесь, и в третьей соцсети, и в четвертой очень много всего того, что оттягивает мой ресурс. И что я делаю в течение дня? Я отложенный телефон, постоянно стараюсь, так, не пришло ли сообщение, не пришло. Не пришло ли сообщение? Не пришло. О, пришло сообщение, ответил. Не пришло сообщение. Через каждую минуту-две мы снова обращаем свое внимание на телефон. Это очень сильно утруждает. Вы знаете, сколько человек, сегодняшний человек, тратит времени на смартфон? 4,5 часа в день. Это среднее значение. Кто-то больше, кто-то меньше. Но 4,5 часа. Это жизнь, которая находится виртуально. Да, там есть друзья, там есть знакомые, там есть работа, общение, быстрота какая-то. Но в то же время у русских людей сегодня нет этики, чтобы пользоваться правильно, грамотно смартфонами. Если же есть какой-то рабочий момент, который приходит после рабочего времени, у нас же как? Пришел вопрос, мы на него должны ответить. Хоть 9 часов вечера, хоть 10 часов вечера, мы должны на него ответить. В западных странах, к сожалению, это, к счастью, наверное, это не так. То есть, если же пришел рабочий какой-то вопрос, он будет на него ответ получен только завтра, в 10 часов, когда начнется рабочий день у человека. Ну или раньше, или позже, когда начинается его рабочий день. То есть, люди таким образом свои личные границы, они выделяют и следуют им, этим жестким правилам. Эти правила должны быть жесткими. И этим правилам нужно следовать. Но случается так, что вроде бы как ты начал вести какой-то новый образ жизни, и мы через 5-10 дней соскакиваем. А как формируется привычка? Вот как моя привычка залазить в телефон сформировалась? Как? Каждый день. Как рутина. Да. А за сколько дней формируется привычка? 21 день. Это в лучшем случае, это вообще идеальный вариант. Привычка 21 день. Когда нет так много сопротивлений, да, 21 день. А вообще 45 дней. От 45 дней вырабатывается настоящая привычка. Вот если же человек каждый день следует тем правилам, которые от него необходимы, у него вырабатывается привычка. Если же он делает меньше, или же где-то сорвался, какой-то день не следовал, то, соответственно, нужно начинать заново. Если на 10-й день он сорвался и не следует тем правилам, которые он себе выработал, нужно начинать заново. 45 дней, 1,5 месяца для того, чтобы образовалась привычка. Да, от 21 дня до 40-45 дней формируется привычка. У каждого по-своему, у каждого мозг свой, поэтому здесь невозможно точно сказать, сколько необходимо будет человеку. Вот. Но все равно мы определяем, что это не меньше 40 дней. Особенно такая привычка, которая связана с телефоном. Еще один лайфхак, который я хочу дать. Чаще всего старайтесь встречаться вживую со своими друзьями. Да, коронавирус очень сильно внес свои коррективы. Мы уже не настолько вынуждены встречаться вживую. Мы можем легко встретиться в онлайн какой-то трансляции со своими друзьями, знакомыми, родственниками на дистанции. Но это никак не может заменить живое общение. Вы сегодня пришли и слушаете это вживую. Насколько это приятно, насколько это необходимо для человека. У человека вырабатывается гормон радости, когда он напрямую общается с человеком, другим человеком. И если же мы будем прощаться сегодня, да, кто-то подойдет на благословение, заходя в мою зону, интимную зону, и я благословляю, дам прикосновение. И в этот момент будет вырабатываться гормон радости. Вот сегодня Рима подошла, я думаю, вот надо об этом обязательно будет сказать. Она подошла, взяла благословение. И в этот момент она получила гормон радости, она получила мое внимание, она получила прикосновение. И ее мозг говорит: ой, как здорово.
Но этого нет, когда мы через телефон, смартфон, компьютер общаемся друг с другом. Те, кто сегодня смотрит в записи, или же сейчас идет трансляция, да, они не смогут ощутить ту радость, которую мы испытываем в этом зале. Когда мы прощаемся друг с другом через прикосновение, тоже вырабатывается гормон радости. Да, среда должна быть неконфликтной. Если это твой друг, то будет гормон радости. Если это твой враг, гормон радости не будет, будет либо гормон стресса. Вместе с адреналином они сыграют свою роль, что здесь небезопасно. И это будет говорить, что надо уйти из этого поля. Некомфортно. Мне не хочется здесь быть. Вот. Общаться вживую перед Новым годом, перед Рождеством. Постарайтесь все-таки как-то наметить в планах своей жизни встречи вживую, со своими близкими, со своими дальними, с которыми уже давно не виделись. Может быть, это не будет целыми днями, вы будете проходить, как бы вместе жить, но хотя бы 1-2 часа этого тоже будет уже достаточно для того, чтобы мозг подкрепил эту новую какую-то вашу стратегию, чтобы мы вышли из этой зависимости, выходили из этого зависимости. В течение дня хорошо бы минимизировать те действия, которые мы действуем, записываем на смартфон. У меня есть здесь записная книжка, вот она, открыта, записная книжка. Я свою сегодняшнюю беседу записал тезисно, что я буду, о чем буду говорить. В то же время хорошо бы мне взять бумажный носитель и записать это все на бумагу. А потом при необходимости я могу это перенести уже в цифру, если это действительно необходимо. Уже от бумаги мы сильно отвыкаем. Я уже не знаю, когда последний раз уже просто вел дневник. Да, я когда терапевтирую, когда у меня идет консультация, я все записываю, не в телефон, а на носитель бумажный. Но в то же время какие-то более такие важные дела, если у меня нет под рукой бумажника, либо блокноты, я записываю, конечно, в телефон. И это плохо, потому что посему мы как бы полностью привязаны к смартфону. Там уже вся необходимая информация как будто бы есть. Вот. Конец дня нашей жизни тоже должен быть не с телефоном. Если мы приходим домой, то, может быть, стоит выключить телевизор, какие-то цифровые гаджеты, все, что нас отвлекает друг от друга, отложить. Просто отложить. И в этот момент мы почувствуем вот эту брешь. Знаете, она, если же у нас есть эта зависимость, мы почувствуем эту брешь, эту пустоту, которую захочется снова заполнить какими-нибудь видюшками, плюшками из интернета. Это очень близко к зависимости от алкоголя. Когда человек вроде бы уже перестал пить, да, и у него начинается ломка. Вот эта вот ломка, она тоже здесь, она есть, эта ломка существует, эта пустота. И будет ломать человека для того, чтобы он снова пошел в телефон. Эта зависимость, она очень такая безобидная, кажется, в кавычках. Но на самом деле очень много съедает жизни человека. Люди пропадают в интернете, люди пропадают в играх. И это не идет в развитие человека, а нам нужно развиваться. То есть время, которое должно быть уделяемо семье, оно должно быть без телефона. Если я гуляю с детьми, то я убираю всякие гаджеты из своих рук, убираю лекции, я стараюсь быть с детьми здесь и сейчас. Если же у нас семейная трапеза, то все телефоны убраны со стола, и вообще в поле зрения нету телефонов. Мы убираем их. Есть такой ролик, мне очень понравился. Мама, когда дети приходят домой, там многодетная семья, 5 детей, там мало больше, она стоит с коробкой и все смартфоны собирает приходящих детей. Все собрала, все положила. Вот они садятся за трапезу, кушают вместе, общаются, живое общение. И вот такая среда сегодня, она является уже роскошью. А нам нужно общение. Мы люди, мы социальные. Особенно детям необходимо общение. Такое живое, нормальное общение.
Коннект может быть разорван между подростком и взрослыми. Потому что такой возраст, потому что необходимо отделяться от взрослых. Но в то же время этот разрыв будет меньше, он будет минимален, если же в руках у него не будет телефона. То есть у него не будет возможности уходить. Но это должно быть не насилием, оно должно быть мягко. Оно не должно быть директивно. Я сказал, так будет и все. Оно, наоборот, вызывает стресс. А стресс необходимо снижать. Каким образом? Гормоном радости. Окситоцин снижает стресс. А стресс можно снизить, повысить окситоцин с помощью объятий. У нас у каждого есть гормон стресса и гормон радости. Но во взрослом возрасте этот окситоцин, он может не вырабатываться, поэтому взрослые, уже пожилые, они более тревожные, им нужно более контролировать, им нужно все держать, чтобы все было на коротке. Это в силу того, что в наших мозгах, в нашей голове происходит сбой. У нас есть такой лимбический мозг, где происходит регуляция всех наших гормонов. И когда эта регуляция нарушается в взрослом возрасте, у всех нарушается в той или иной степени, это как сливной бачок, он начинает перетекать, тревога начинает перетекать. То есть знаете, когда спустили воду, поплавок спустился и начинает набираться вода. И она набирается до тех пор, пока что этот поплавок не встанет какой-то уровень. И в этот момент, когда идет перебор уже стресса, включается окситоцин. Он вырабатывается автоматически. У взрослых он не вырабатывается. Вырабатывается в меньшем количестве. Эта штучка, да, она сломается. И поэтому идет больше набор воды, уровня воды. И вода перетекает. Оттуда идет эта тревога, тревожность, повышенная тревожность у взрослых людей. Это нужно понимать. И ее необходимо самостоятельно снижать. Стрессовую среду самостоятельно снижать. Каким образом? Через объятия. Подойдите к своим близким, родным, с теми, с кем вы дружите, со своими друзьями, не знаю, коллегами, с кем вы чаще всего имеете такое душевное расположение. Обнимитесь. Это объятие, оно позволит снизить уровень тревоги. В этот момент, скорее всего, вам захочется плакать. Это хорошо. Если же кто-то будет сдерживать эти слезы, то уровень тревоги снова будет повышаться. То есть нет доверия, нет доверительной среды. Нам можно плакать. И даже мужикам можно плакать. Всем необходимо выражать те эмоции, которые приходят к тебе. Потому что ты не робот, ты человек. Это нормально, когда у тебя какие-то эмоции. Зажатость, она индуцирует наши эмоции и не имеет выхода. Поэтому идет такое наращивание этой среды, нарастает напряжение, и в определенный момент это может сказаться либо взрывом эмоциональным, когда мы выговариваем другому, какой он плохой козел и так далее, либо это переходит в психосоматику, психосоматические заболевания. Либо мы учимся выражать эти эмоции экологично. Но это совершенно другая история. И нам нужно знать себя, нам необходимо знать себя, чтобы жить, чтобы наша жизнь была в красках. И я надеюсь, что у нас будет возможность дальше проводить беседы, и мы поговорим по поводу эмоций. Это моя любимая тема, эмоциональный интеллект. Есть у нас IQ, есть EQ. Есть вот это EQ, это эмоциональный интеллект. И чаще всего мы задвигаем эту тему и обращаем внимание на свое развитие умственное. Насколько нам необходимо развиваться эмоционально. Вот об этом я, предваряя, может быть, наши дальнейшие беседы, хотел бы вас пригласить. Когда-либо у нас будет такая встреча, мы поговорим об эмоциональном интеллекте. Это говорит о том, что мы не знаем себя. Мы реально не знаем себя. А если же мы что-то и знаем, то мы это тщательно скрываем. А нам нужно знать себя. Взрослый, знающий себя, может дать это своему ребенку.
обиды, вина, ревность, гнев, раздражение. Это же все мы. И это все мы проецируем на ребенка. А ребенок не понимает, что случилось с мамой. Что это вдруг она стала такой колкой. Непонятно. Он не понимает. Муж тоже не понимает. И если муж таков, что стал ершистым, то жена его не понимает. Дети тоже не понимают. Дети еще не были взрослыми, а мы уже были. Вот нам менее это простительно, чем это детям. Детей вот как раз таки нужно воспитывать через себя, через познание себя, самих себя. К этому познанию я желаю, чтобы вы шли. Ну что, теперь, если есть еще какие-то вопросы, пока что по теме, мы поговорим. Если же не по теме будут вопросы, то есть не будет вопросов по теме, то мы будем отвечать на все ваши вопросы, которые любые другие будут возникать в аудитории. Ну что, как вы загрузили? Можно я? Да, Да. хорошо. Итак, резюме. Да. Сделайте вывод из всего того, что вы сказали. Мгм. Вы учитель? А зачем вам? Информация. Необходимо нам интегрировать правильно смартфоны. Без смартфонов, да, не обойтись. И в то же время есть правила, которым мы можем следовать, чтобы они не захватили нас. То есть, кто кому слуга? Мы им, либо они нам. Вот это, наверное, самое главное, чтобы мы больше понимали, что мы хозяева своей жизни. И нам необходимо эту жизнь жить, а не телефоном нами жить. Правильно, правильно. Мгм. Спасибо. Да, благодарю вас. Вопросы еще? Все ясно. Все ясно, все пропало. Шеф, все пропало. По теме, да, по теме, без. Так, ну что, все? Теперь можно дать слово не по теме. Может, даже не по теме, вот если из аудитории придет какой-то другой вопрос, буду рад ответить. Если я буду компетентен, я могу быть Вот вы некомпетентен. где-то прием ведете вот так вот, чтобы прийти и мы с вами побеседовать? Да, я практикующий психолог и провожу консультации пока что в океане. Я в январе буду переезжать из океана, но пока что там нахожусь. А Я- где Кто это? такой океан? Это Морозово 115. Магазин океан. Да, магазин океан, да, напротив колледжа сервиса и связи. Автомеханический техникум там, напротив. А как вот так, чтобы Позвонить и или узнать. как? Да, я могу дать координаты свои после нашей беседы, дадите, я все дам. Номер телефона, там, если какие-то координаты ВКонтакте, дам ссылку на свою страницу. Можно будет записаться. Также по WhatsApp. Еще вопросы? На самом деле это очень востребовано, что есть священник и психолог. Это прямо многие говорят о том, что это очень хороший священник. И я вижу, что действительно есть психологи, которые наоборот разрушают человека, психику человека, не выдерживают фрустрацию. Наоборот, учат к сладкому, приучают к сладкому. А нам нужно учиться и горькому, и сладкому, чтобы в нашей жизни все было. И то, и другое. Но и не то, что в равной степени, но в то же время мы хорошо бы научились бы выдерживать, научились проживать. Мы же не проживаем, мы же не горюем. Если кто-то умер в нашей жизни, мы стараемся не плакать, нельзя плакать, ему плохо будет на том свете. Мы же говорим, что там, нельзя плакать, потому что я переживаю, запрещаем друг другу какие-то проявления эмоций. Ладно, это уже другая тема. Мгм. Так, ну что, даем вам слово, вопрос. Может, я вам лично дам? Да, можно будет лично. Да, конечно, можно будет лично. Так, ну что, да, вот сейчас поговорим. Я завершаю уже сегодняшнюю нашу беседу и желаю, чтобы это время поста прошло вместе с постом информационным. Мало нам ограничиться в еде. Хорошо бы, чтобы и информационное поле тоже было в посте. Пост. Кто-то сказал о том, что нужно вообще уходить от цифры.
соглашусь. Может быть, стоит нам запереть на неделю, на 1 день или 2, кто сколько может позволить, этот телефон полностью выключить из своей жизни и этот день прожить без вот этого гаджета. В этом была бы, наверное, какая-то польза для А нас. может быть, например, послушать ту же музыку. Я, вот, например, часто очень сейчас пользуюсь телефоном как телефон, да, а утром, вот утро начинается, я включаю музыку. Тоже. Это же А она вы же для сказали, меня что это очень, ресурс, что это Конечно, да. конечно, И вот конечно. у меня ни телевизор, ни там, ничто не работает. У Ой, меня это из прекрасно. телефона звучит музыка. Конечно, конечно. Но здесь нужно быть очень внимательным, ведь это очень тонкий лед. Очень легко как бы потом обмануться. Ведь молодые люди говорят, да я же там учусь, я же без компьютера теперь не могу, я же там учусь. В то же время они заполняют свой трафик играми. То есть это очень тонкая тема. Очень нужно знать себя, понимать, о чем ты. А может быть, ты себе лукавишь, а может быть, нет. Я не знаю. Да? Хорошо слушать музыку. Я тоже очень люблю классическую музыку. Я очень много слушаю. И рекомендую всем, чтобы мы переходили на классику. Это здорово. Но в то же время можно быть стать зависимым и от этого области. Когда мы уже не выдерживаем, а как бы наш рычаг снижения стресса – это классическая музыка. То есть мы уже не живем, а живем в другом каком-то мире. Тоже такой момент. Нужно быть чутким. Спасибо. Благодарю всех. С Богом. До свидания. До встречи.